В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Вынесен приговор бывшему генеральному директору аэропортов Севера. Учитель года в Якутске проходит республиканский профессиональный конкурс. 380 спортсменов из более 40 регионов страны примут участие в чемпионате России по кикбоксингу в столице республики. Обвинительный приговор вынесли бывшему генеральному директору компании «Аэропорты Севера». Якутский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей. Как установлено судом, обвиняемый незаконно похитил денежные средства в сумме более 90 миллионов рублей, выделенных на реализацию федеральной программы. Кроме того, обвиняемый незаконно распорядился в пользу другого лица жилым помещением, находящимся в федеральной собственности. Также он умышленно совершил растрату денежных средств компании на личные цели. Судом вынесен обвинительный приговор по части 4 статьи 160, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело расследовано Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Утверждено заместителем Восточно-Сибирского транспортного прокурора с дислокацией в городе Якутске. Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. Вместе с тем, стороной государственного обвинения представлены доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершении указанных преступлений. Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу. К другим темам. Грузоподъемность автозимника «Хатас» и «Павловск» снизили до 30 тонн в Якутии. Ледовая переправа через реку Лену была открыта для движения транспорта весом от 30 до 40 тонн с 12 января. Также снижается грузоподъемность 4 зимников «Амга», «Барагон», «Умнас» и «Эджиген». В Якутии более 1700 жилых домов обеспечат газоснабжением благодаря госпрограмме развития сел. Сейчас реализуется 7 объектов. До конца этого года в Бердигистяхе газифицируют 750 жилых домов, в Бютидях около 200, в Чурапче 807 и в селе Дябыла 27 домов. Всего там проживают около 1000 человек. В селе Бютидях жилые дома готовятся к подключению. В Чурапче один из 3 объектов завершен и готов к сдаче в эксплуатацию. А 2 остальных объекта законтрактованы, идет подготовка и в том числе завоз материалов. Теперь об эпидобстановке в Якутии. За минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Якутске 19. Об этом сообщила на брифинге замруководителя оперштаба Ольга Балапкина. В Нерюнгринском районе 2 случая, еще в 8 районах зафиксировали по 1 заражению. За сутки лаборатории республики провели более 1000 исследований на COVID-19. С начала пандемии в республику поступило почти 101 тысяча доз вакцин. Первый компонент получили более 60 тысяч человек, в том числе 14 390 граждан старше 60 лет. Вторую вакцинацию прошли 52 845 человек. Использовано 60% от поступившей в республику вакцины. Приоритетом при проведении вакцинации остаются пожилые якутяне. Необходимо обратить внимание, что последние 2 недели показали увеличение случаев по районному представительству ковида, поэтому в связи с этим я прошу внимания особо оперативным штабам Алекминского и Тампонского района обратить внимание на те случаи, которые у них возникли, и, соответственно, осуществить все необходимые действия. Более 150 исследователей приняли участие в конференции «Интеллектуальный потенциал молодежи селу 21 века». Она посвящена памяти видного государственного и общественного деятеля, доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного работника народного хозяйства республики Аяла Ивановича Степанова. Также в этом году к работе конференции в дистанционном формате присоединились ребята из других регионов страны. Например, Саратовской области, учащиеся Тамбовской области, Московского государственного университета пищевых производств и Курского государственного университета. Перед участниками с показательными докладами выступили ученики столичных школ.
А в Якутском институте развития образования и повышения квалификации имени Семена Донского прошло торжественное открытие ежегодного республиканского профессионального конкурса «Учитель года». В этом году за звание лучшего поборются 26 педагогов из 23 улусов республики. В течение недели им предстоит пройти 3 этапа. Это урок, классный час и мастер-класс. Завтра станут известны имена 15 лауреатов конкурса, в четверг определится 5 призеров, и уже в эту пятницу мы узнаем имя победителя. Учитель года – это самая престижная премия и конкурс для всех учителей. Вот. Для нашей республики тоже является конкурсом специалистов высокого уровня. Сегодня мы проводим данное мероприятие в новых условиях. Тем не менее, видите, как ребята настроены, наши молодые коллеги, опытные коллеги. На этом конкурсе мы, конечно, оцениваем в первую очередь профессиональное мастерство наших коллег, учителей. Вот. Вместе с тем, это мероприятие подчеркивает роль учителя в становлении, формировании личности. Якутия вернется к допандемическим значениям. Речь идет о трудоустройстве населения. Одним из рычагов ослабления на рынке труда является организация краткосрочных курсов. В этом году более 1700 человек пройдут профессиональное обучение. Краткосрочные курсы организуются в рамках государственной программы занятости населения. С этого года курсантами могут стать те люди, которые заключили социальный контракт. Также безработные граждане, ставшие на учет службы занятости, могут получить удостоверение о переподготовке через региональных операторов. Например, в Центре прикладных профессиональных квалификаций колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета обучение проходит по 11 направлениям, в том числе таким востребованным профессиям, как сварщик и электромонтажник. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1 стартует в столице республики. Сегодня состоялась пресс-конференция с участием организаторов и почетных гостей соревнования. Чемпионат пройдет с 6 по 10 апреля в Центре спортивной подготовки «Триумф». Участие в нем примут более 500 спортсменов из 38 регионов страны. По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная для участия в чемпионате мира. Я знаю, насколько скрупулезно подошло руководство, правительство, министерство Саха-Якутии к этому вопросу. Поэтому сомнений даже не было, что будет это на самом высоком уровне проведено. И это первый большой старт спортивный в Саха-Якутии. И, во-первых, значимый такой. Много дат к этому сопряжено. Поэтому я думаю, что всем зрителям, всем землякам, ну и вообще всем любителям кикбоксинга всей России понравится это спортивное мероприятие. Более 400 тонн водных биоресурсов распределили для рыболовства коренных малочисленных народов Севера в Якутии. Деление объектов ведется с 2019 года. В прошлом году было распределено 511 тонн водных биоресурсов по более 850 заявкам, а в текущем году поступило 950 заявок на 435 тонн биоресурсов. Отмечу, что представители КМНС и общин могут подать заявку на участие в распределении в отдел организации и регулирования рыболовства Минэкологии Якутии. Сегодня в этнографическом центре «Якутская юрта» музея имени Ярославского состоялась презентация каталога «Охотники, оленеводы, хатанги и Анабара». Выход в свет каталога был приурочен к празднованию 90-летия Анабарского национального улуса. В состав творческого коллектива, подготовившего каталог к изданию, вошли сотрудники Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Анабарского краеведческого этнографического музея, Фонда содействия развитию Анабарского района. Они отобрали, классифицировали и описали большую часть этнографической коллекции Петра Слепцова, собранной в 28-29 годах в местах проживания долгана и северных якутов и хранящейся сейчас в фондах Кунсткамеры. Данная книга была выпущена в прошлом году в связи с 90-летием юбилеем Анабарского района совместно с Музеем этнологии и антропологии Кунсткамеры города Санкт-Петербург, также совместно с издательским домом «Бичик». Всего в тираж у нас 500 экземпляров.
Ну, книга приурочена, значит, экспедиции 1928-29 годах Петра Ванифантьевича Слепцова в Хатанго-Анамбарском междуречье. В ходе экспедиции этой исторической он собрал более 200 экспонатов. Охотник охотнику рознь. Для одних это драйв и адреналин, а для Александра Егомина из села Кылах Алекминского района настоящий труд. Он охотник-волчатник с большим стажем. Елена Фаст подробнее о трофеях. «Охочусь на волков из принципа», – говорит Александр Иванович Егомин. Собственно, только принципы да азарт и остались у охотников-волчатников. Посудите сами, при пенсии в 12 тысяч для охоты нужно закупить бензин, подготовить снасти, буран. Даже если добудешь волка, оплата не сразу. В среднем 20-30 литров за день. Это в среднем только? Да. А пока добудешь, это сожжешь сколько? Ну, уже бочками-то. У меня пенсия 12,5. Всего одна бочка бензина. И все. Население там собрало на 2 бочки. То есть люди помогли, да? А, Это в этом году? да, поэтому Поэтому молодые не торопятся перенимать сложное и тяжелое мастерство. Хлопот много, а не заработаешь, еще и потеряешь. В прошлом году Александр Иванович добыл 7 волков, в этом 2. Хищников не стало меньше, бензин дорогой, благо односельчане помогли. Если не регулировать, хищников разведется много, кивает головой охотник. соседи-то собаку задрал же. В деревне-то. И он тоже рядом этого, ребенка тоже задавил после этой собаки. У нас он почти 500 метров нет. То есть они по деревне? Просто мы вообще по полю, по лугам ходили, не таясь. Я подъезжал на 100 метров, они не бегали. Как сложится дальше, сказать сложно. Только если проблему не решить, некому будет передавать мастерство. Уменьшится количество дичи, это уже замечают опытные охотники. Я нынче, в прошлом году, позапрошлом, и туда ездил, когда стая большая была. Там уже вообще последа ничего нету. Ни сахадова следа, ни зубра следа нету. Все выели. Раньше-то все было там. И сахатова, и зубра было. Они все задирали все, поэтому заходят-то, деревни-то, на лошадей-то. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации на наших официальных сайтах. Не переключайтесь.